Итак, ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. С вами сегодня я, Руслан Айсин, и наконец-то вот после длительного перерыва мой сегодняшний собеседник, уважаемый Мухиддин Аке Кабири, лидер таджикской оппозиции, эксперт, не только публичный политик, но эксперт, дипломат и, соответственно, много тем, которые мы можем с ним обсудить сегодня, и так и будет, иншаллах. Мухиддин Аке, ассаламу алейкум. Алейкум салам, Руслан, и салам всем вашей аудитории, всем слушателям, кто нас видит. Спасибо, рады вас приветствовать. Наши зрители просят и пишут постоянно, чтобы мы вас почаще звали. Ну, мы зовем, дорогие друзья, тут обстоятельства разные, поэтому не обессудьте, мы слышим ваши призывы и ваши наказы. В Инаке вот важное событие произошло в Самарканде. Саммит ЕС Центральная Азия. Как бы вы охарактеризовали, особенно на фоне того, что Трамп по факту объявил и торговую войну, и, можно сказать, дипломатическую войну той же самой Европе, Китаю. Вот как во всем этом мы можем воспринимать этот саммит? Бисмиллахи рахмани рахим. Да, саммит привлек очень много внимания. Он назван первый саммит ЕС Центральная Азия, хотя на самом деле это не первый саммит. До этого еще было много встреч на высшем уровне между ЕС и Центральной Азией. Но почему именно этот был назван первый саммит? Потому что впервые оба высшего руководителя Европейского Союза, и председатель Евросовета, и председатель Еврокомиссии, они присутствовали одновременно. Таких совместных участий вообще бывает довольно редко, когда встречаются, например, ЕС в рамках группы G7, Большая Двадцатка и так далее. Но впервые с участием президентов Центральной Азии присутствовали оба. Это был своего рода сигнал лидерам Центральной Азии, что вы теперь для нас в фокусе внимания, в центре внимания. И отсюда он был назван первый саммит, и очень много ожиданий от этого саммита. И я считаю, что на фоне того, что происходит в мире, где Трамп ввел пошлины, где Европа уже потеряла Америку как надежного партнера, и Европа по причинам санкций не может уже рассчитывать на Россию и на Северный коридор, не только на Россию, но и на Северный коридор. И Южный коридор, который обычно проходил через Персидский залив, Мандабский пролив и дальше Суэцкий канал, сейчас под угрозой. Там вообще до минимума дошла поток товарооборота или перевозок через этот коридор до 40% упало. И для того, чтобы товаром попасть в Европу, надо будет уже обходить вообще африканский континент. Это и долго, и дорого. Поэтому Европе нужен другой коридор, более надежный, более короткий, а вот именно вот середине коридор, который сейчас назван Транскаспийский, оно может стать альтернативой для Европы, именно для Европы, потому что для США удобно именно, скажем так, морские перевозки, но для Европы именно вот, чтобы товары из Китая, из Центральной Азии или из Южной Азии, они попали в Европу в обход Северного коридора или Южного коридора, я думаю, что это имеет сейчас приоритетное значение для Европы. И поэтому Европа объявила о том, что готова вкладывать 12 миллиардов долларов. Они как раз на этом саммите озвучили эти цифры. А это не малые деньги. Именно для того, чтобы этот коридор стал работать. Я думаю, что Европа сейчас ищет именно вот надежных, постоянных партнеров.
А самое удивительное, что все лидеры Европейского Союза заявили о том, что именно таковым рассматривают Центральную Азию. Это, не знаю, своего рода как бы похвала или какой-то даже лест в адрес лидеров Центральной Азии, но они сказали, что они видят в лице Центральной Азии нового надежного партнера, серьезного партнера, и они рассчитывают на то, что Центральная Азия может обеспечить Европе, конечно, не полностью, но частично, может разнообразить поставку электроэнергии, энергетических ресурсов, нефти, газа и так далее. Также редких металлов. Сейчас, знаете, дело не в том, что регион богат минералами, регион богат еще редкими металлами, на которых будет основываться будущая экономика. И поэтому сейчас в мире идет очень жесточайшая конкуренция за этих редких металлов. И Европа хочет опередить, хотя они опоздали немножко от Китая, Китай уже давно работает, добивает этих редких металлов, но они хотят получить свою долю. И самое главное, что Европа сейчас предлагает новую схему. Новая схема предполагает, что Европа, в отличие от Китая и от других крупных игроков, не только добивает и вывозит эти редкие металлы, эти энергетические ресурсы. Они предлагают другую схему, чтобы эти металлы там и будут обрабатываться, будут создаваться рабочие места, инфраструктура и так далее. А это как бы более выгодно, более приемлемо для лидеров Центральной Азии, потому что это не только инвестиция и вывоз товара, это инвестиция, добыча, переработка, это новые рабочие места, это пополнение бюджета за счет налогов и так далее. И это более приемлемо для лидеров Центральной Азии. И самое главное, Руслан, самое важное, и для меня это немножко, хотя было немножко ожидаемо, но не до такой степени, впервые на этом саммите в диалоге между Европой и Центральной Азией в вопросе права человека они не обсуждались. Да. То есть это еще один большой крупный сигнал лидерам Центральной Азии, что мы рассматриваем вас как партнеров и готовы закрывать глаза на то, что вы авторитарный режим. То, что вы делаете против своего собственных народов, это плохо, но это уже нас не касается, потому что у нас другие приоритеты. После того, как ввели пошлины США, после санкций против России и торговая война с Китаем, приоритеты меняются, и Европа дала понять, что готова закрывать глаза на все нарушения прав человека и отсутствие демократических выборов и так далее. А это очень выгодно, это очень хорошо для лидеров Центральной Азии. Вот я так примерно вижу результаты этого саммита и значение этого саммита. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, Китай и Россия как могли на это отреагировать? Это им выгодно или наоборот, это конкурентная среда для них? И пока вот я лично, может быть, я пропустил, я не читал, не наблюдал, не слышал, не видел нигде реакцию Китая и России. Но мне кажется, что Китаю это выгодно, потому что если этот коридор будет заработать, то Европа получит не только энергоресурсы из Центральной Азии или какие-то там продукты, например, сухофрукты и так далее, но и получит через этот коридор китайские товары. То есть для Китая это выгодно, но для России оно может быть невыгодно, потому что разговор, ход в кулуарах, ход не очень, разговор, обход санкций против России государствами Центральной Азии не обсуждался публично, может быть в кулуарах, может быть в каких-то других форматах оно обсуждалось, но тем не менее лидеры Центральной Азии, они получили сигнал со стороны Европы, что
Европа хочет видеть Центральную Азию своим партнером по, скажем, недопущению обхода санкций против России. Хотя лидеры Центральной Азии, они не поддерживают публично эти санкции, но они избегают, по крайней мере, публичных открытых заявлений, что они будут помочь России обходить эти санкции. Естественно, для России это еще один регион, который они потеряют, хотя не полностью, но частично, потому что если все-таки этот коридор будет заработать, то тогда необходимость отправки товаров в Европу через Россию, оно отпадает, это еще меньше будет влияние России вообще в торговых отношениях между Европой и Центральной Азией. Даже сейчас, когда Казахстан поставляет около 15% нефтепродуктов в европейский рынок, это проходит пока через Каспийский коридор, нефтепровод, который создан или управляется совместно Россией и Казахстаном. То есть так или иначе Казахстан поставляет сейчас свой товар, нефтепродукты Европе при согласии России. Но если другой коридор будет заработать, там уже России не будет, и у России вообще не будет никакого влияния в торговых отношениях между Центральной Азией и Европой. Поэтому тут, конечно, Россия в проигрыше, а Китаю более выгодно, потому что Европа не готова конкурировать с Китаем в Центральной Азии, а просто Китай будет воспользоваться новым коридором, новой возможностью для того, чтобы поставлять свой товар в Европу. Ну, сейчас и видно, что это взаимовыгодно, и Европе необходимо искать вот тот самый новый канал, который вы говорите, и Китай. Здесь они, наверное, сходятся вот в этой точке как раз. Да, несомненно, тем более, что Трамп объявил пошлинную войну или торговую войну всем, и Китаю, и Европе. И сейчас Европа и Китай, как после США две самые большие экономические игроки, они готовы поддержать друг друга, а Центральная Азия может стать таким, скажем, коридором для этого сотрудничества. Еще один важный игрок, там есть Иран, так или иначе вот вокруг него какие-то тучи сгущаются, не сегодня-завтра, возможно, здесь, как говорится, Аллаху алям, но может вспыхнуть и война. Как здесь, на ваш взгляд, может отреагировать и Иран, Китай и Европа? Выгодно ли сейчас Европе не допустить войны США против Ирана? Я думаю, что эта война никому не выгодна, кроме Трампа и кроме Нетаньяху. Даже это не выгодно и Израилю, и Соединенным Штатам. Но именно вот этим, скажем, ястребам, как в США, как и в Израиле, эта война выгодна. Даже, может быть, немножко она выгодна России, но это я так просто гипотетически рассуждаю. Но ни в коем случае ни Китаю, ни Европе. Поэтому но сейчас у Китая, у Европы свои проблемы, им не до Ирана. И они сейчас решают другие проблемы. Да и Иран, который сейчас теряет влияние на Ближнем Востоке, даже Ирак, который всегда считался, особенно после падения Саддама Хусейна, как бы партнером и стратегическим партнером, оплотом Ирана на Ближнем Востоке, сейчас уже выстраивает новые отношения с США, и они готовы, иракцы готовы сейчас разоружить Хашду Шааби или там ополченцев, народных ополченцев, которые хорошо сотрудничали с Ираном. Если Ирак готов даже на разоружение этих вооруженных формирований, то можно сказать, что Иран теряет уже и влияние в тех государствах, которых еще 2 года тому назад
имела огромное влияние в Ливане, и в Сирии, и в Ираке. И непонятно еще, куда пойдет, в какое направление пойдет ситуация в Йемене. Тем более, что Трамп объявил уже тоже там войну, бомбардировки, уже точечные атаки против лидеров хуситов. Поэтому Ирану сейчас даже вот те изменения, которые происходят в Центральной Азии, раньше, наверное, Иран как бы более ревностно относился бы к тому, что вот, в Центральной Азии более активно ведут себя и Европа, и Турция, и другие игроки, и Иран как-то тоже хотел присоединиться и получить свою долю. Но сейчас я думаю, что у Ирана просто нет таких возможностей стать ключевым, важным игроком в Центральной Азии. Хотя, на мой взгляд, это имело бы больше смысла, чем иранская политика на Ближнем Востоке. Потому что наш регион, Центральная Азия, Афганистан, более близок к Ирану и культурно, и по религии, и язык, в цивилизованном плане, чем Ближний Восток, но почему-то Иран решил там вести более активную политику, чем в Центральной Азии. Да. Тинаке, скажите, пожалуйста, вот недавно состоялось подписание договора, в общем, по демаркации границ между Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном. Тут все приветствовали, я посмотрел, что и Китай там очень, по крайней мере, публично очень рад этому. Вот в чем залог этого всего? То есть это их подтолкнули или это обстоятельства так сложились? Почему именно сейчас, вот в это самое такое непростое время? Знаете, несмотря на то, что я очень критически отношусь к действиям почти всех лидеров Центральной Азии, особенно Таджикистана, Эмомали Рахмона, но я считаю, что вот этот акт, то, что они подписали такое соглашение, наверное, единственное, что можно за это их хвалить и поддерживать, потому что это необходимо. И неважно тут сейчас, кто проиграл, кто выиграл. В Киргизии мы слышим голоса и критику в адрес киргизского руководства, что они пошли на уступки, необоснованные уступки Таджикистану. Такая же критика и в Таджикистане. Я думаю, что критика в адрес Эмомали Рахмона и вообще команды переговорщиков с нашей стороны должно быть намного больше, потому что именно мы, Таджикистан, уступил довольно большие территории. И те территории, которые еще с 1924 года, они по всем картам еще Советского Союза, они считались территориями Таджикистана. Но на какой-то период потом были переданы Киргизии в аренду. И на момент распада Советского Союза эти территории как бы они управлялись Киргизстаном, но опять на правах как бы арендатора. Не собственника, не собственная территория, а именно арендатор. Но это сейчас не важно. Главное, чтобы этот договор подписан, и тем более, что тут присоединился Узбекистан. Я думаю, что именно вот сегодняшняя, нынешняя политика узбекского руководства, она больше повлияла на это, потому что Эмомали Рахмон и господин Джапаров, они более склонны к каким-то популистическим действиям. Они хотят показаться у себя дома, оба лидера, патриотами, что они готовы даже воевать против соседа за территорию и так далее. И они так и сделали несколько раз в последние 2-3 года. Но, как ни странно, Узбекистан, как более крупная страна, по этим вопросам оказался более уступчивым. Очень быстро они нашли общий язык с Кыргызстаном. С Таджикистаном и Узбекистаном не остались, на мой взгляд, по моим данным, нерешенных территориальных вопросов приграничных. А с Кыргызстаном у них были, но почему-то именно Узбекистан, на мой взгляд, сделал более примирительные шаги, чем Кыргызстан.
И обычно в таких ситуациях более сильное крупное государство старается получить побольше, не то, что не пойти на уступки, заставить более слабого маленького соседа делать какие уступки. Но здесь Узбекистан вел себя более как бы ответственно, как сторона, которая ответственно подходит не только к решению внутренних проблем, но и к решению региональных проблем. Это, кстати, узбеки показали такую же разумную политику по отношению к Афганистану, по отношению к Казахстану, по отношению даже к Украине и другим проблемам, в отличие от Таджикистана. Я думаю, что именно политика Мирзияева сыграла ключевую роль. То, что мы имеем сейчас, такое явление, которое был поддержан почти всеми мировыми лидерами, организациями, союзами и так далее. Так что надо отдать должное, надо хвалить там, где есть за что хвалить. И, наверное, это такой редкий случай, когда я, как оппозиционер, поддерживаю решение глав государств Центральной Азии. Говоря об Узбекистане, сейчас усиливаются разговоры о том, что, дескать, перед Мирзиёевым тоже стоит важная проблема, как и для всех диктаторов Центральной Азии, преемственности власти. И вот я неоднократно слышал от наших и узбекских друзей, что в самом Узбекистане идут разговоры якобы о том, что он вот сейчас двигает свою дочь, она везде присутствует, она на первых позициях. И все говорят о том, что, в общем, он столкнулся или сталкивается Мирзиёев с той же проблемой, что была и у Ислома Каримова. У того тоже 2 дочери, там или сколько у него было, 2 дочери, да. И вот эта вот чехарда привела к тому, что, по сути говоря, он не смог из своей семьи кого-то назначить. Как вы считаете, есть такая проблема или это все-таки немножко, так сказать, раздутая и искусственно поднимаемая проблема? Нет, скорее всего, это раздутая проблема. У Мирзиёева пока нет такой проблемы, потому что он у власти еще, недавно, сколько лет он у власти? Не более 10 лет, где-то так, по-моему. А в Центральной Азии у нас есть Эмомали Рахмон, который уже 35 лет управляет государством. У него, да, действительно, эта проблема уже есть, и не первый год. У нас есть опыт Нурсултана Назарбаева, Ниязова, Сапар-Мурада. То есть для Центральной Азии 10 лет у власти это еще недолго. И тут считаю, что у лидера есть проблемы. Пока нет, тем более, что Мирзияев пока успешно справляется как с внутренними проблемами, так и с внешними. То есть тем более, что у него пока конкурентов, по крайней мере, внутри страны нет. Да и за рубежом мы об этом сейчас не слышим. В отличие от Рахмона, который каждый год он борется с какими-то переворотами, с оппозицией. То он 10 лет назад закрыл нашу партию, до этого Зайда Саидова, лидера другой партии, посадил в тюрьму. Махмадриза Искандарова, лидера Демпартии, посадил. И вот недавно, пару месяцев назад, опять посадил бывшего министра иностранных дел, бывшего председателя парламента и так далее за госпереворот, якобы они претендовали на власть. То есть у Рахмона действительно такая проблема есть, а вот у Мирзияева, я считаю, что такой проблемы пока нет, но они могут возникнуть в будущем, если он не проведет какие-то реформы и не готовит замену. Пока все складывается не только в пользу Мирзияева одного, но и в пользу всех лидеров Центральной Азии, что даже Европа, которая считается оплотом демократии, но до этого была Соединенные Штаты, но после Трампа все смирились с тем, что теперь от Соединенных Штатов ждать какое-либо давление
лидером, авторитарным лидером не стоит. Вся надежда была на Европу, но теперь Европа как бы не обсуждает, не поднимает эти вопросы при встречах. То есть в мире сейчас нет ни одного более серьезного центра, игрока, который мог бы при встрече с лидерами Центральной Азии поднимать эти вопросы, что там должна быть меняемость власти, демократия, выборы. То есть сейчас Мирзияеву нечего опасаться, потому что нет внешнего давления, а Рахмону стоит опасаться, даже если отсутствует внешнее давление, есть внутреннее давление. Есть запрос у общества, что он уже засиделся 35 лет все-таки, и семья большая, семья растет, и там уже он готовил сына, Рустама Эмомали, там еще есть дочь, которая имеет тоже немало влияния, и когда-то она считалась фаворитом, она считалась основным претендентом, но сейчас растет уже внук, которого считают вполне возможным преемником. Как-то мне отправили ребята его интервью, я посмотрел его интервью, я считаю, что он, ну не скажу, что он мог бы стать хорошим лидером, но он вполне может стать претендентом, конкурентом Рустама Эмомали. А это не сын, это не сын, да, Рустама? Нет, это внук от старшей дочери, не Озода, а другой дочери, сын. А, кстати, этот зять Эмомали Рахмона, отец этого парня, о котором я говорю, он как бы курирует в основном всю экономику, монополизировал от имени семьи все финансы и так далее. И, то есть сейчас как бы скоро, даже я думаю, что почему именно Рахмон не уходит в отставку и не передает правление сыну, он опасается, что начнутся разборки внутри самой семьи. А для этого есть все предпосылки. Так что я думаю, что Мирзияеву еще рано беспокоиться, а Рахмон этим уже живет несколько лет. А насколько Рахмон сейчас пытается вновь разыгрывать афганскую карту? Или она уже не актуальна? Нет, она не актуальна, Руслан, потому что он, эта карта уже исчерпана. Там все уже выстраивают отношения с талибами, и никто не пошел на поводу Рахмона, когда он поднимал этот флаг. Ну, как-то заинтересовались французы, приглашали его однажды в Париж, были какие-то разговоры, но французы тоже поняли, что Рахмон, он несерьезный как бы партнер по этому делу, поэтому Рахмон тоже сам понял, он менял и риторику. Кстати, он даже недавно был разговор о том, что они в Душанбе могут передать посольство и представителю Талибан, хотя консульство Афганистана в Хароге уже передано талибам, и там уже сидит представитель талибов. Но посольство в Душанбе еще не передано. Поэтому, тем более, что сам Ятимов, глава КГБ, дважды был в Кабуле, и в Душанбе постоянно сейчас с визитом приезжают представители Талибан, и даже начальник генерального штаба Кори Фасихуддин, который этнический таджик, он тоже посещал Таджикистан недавно. То есть контакты уже есть, поэтому даже если Рахмон захочет использовать эту карту, никто его всерьез не воспринимает. Да, относительно Парижа, как говорится, Иммануэль пригласил Эмомали. Посидели, да, посовещались. не то, что Эмомали. Иммануэль пригласил Иммануэла, потому что даже российское телевидение, когда, по-моему, 9 мая... 9 мая, да. Да, диктор назвал Рахмона Эммануэль Рахмон. Да. То есть это не случайно. От любви, наверное, большой. От большой любви. Кстати говоря, как отношения у Таджикистана сейчас
с Москвой могут сложиться с учетом того, что, скорее всего, Рахмон будет пытаться с европейцами тоже, наверное, выстраивать какие-то отношения, господряды получать, контракты хорошие, раз европейцы сейчас заходят в том числе с деньгами. Вот на ваш взгляд, это может как-то нарушить, что ли, вот какую-то идиллию между двумя диктаторами? Нет, я думаю, что этот союз очень прочный, потому что они нуждаются друг в друга. Рахмон себя не может представить без Путина, без России. Тем более, что из этой европейской инвестиции 12 миллиардов долларов, если Таджикистан получит максимум 1 или 2 миллиарда долларов, и то я думаю, что меньше, потому что основной партнер европейцев – это Узбекистан и Казахстан. И проекты будут реализоваться именно там. Что касается России, даже я думаю, что тут европейцев можно понимать, но они сейчас ведут себя немножко наивно. Думаю, что если мы будем инвестировать, будем помочь, то эти лидеры Центральной Азии, они повернутся в сторону Европы, Запада, и они станут такими же, скажем, когда-то кто-то из них сказал, по-моему, по отношению одного президента Латинской Америки, что он сукин сын, но он наш сукин сын. Они будут считать, что да, эти диктаторы, но они наши диктаторы. Но этого не будет, потому что все лидеры Центральной Азии, тем более Эмомали Рахмон, это выход из этой партократической системы, которые случайно оказались у власти. Буквально все, кроме, наверное, Такаева, который все-таки он как бы через эту систему, он как-то даже при Назарбаеве он выделялся. А все остальные, они случайно стали лидерами, тем более Эмомали Рахмон, которого назначил не Кремль, а назначил полковник Квачков. То есть Квачков решил, что на сегодняшний день он как временная фигура более подходящая. И у него нет никаких идеологических взглядов. То есть они без России не могут себе представить. Поэтому какие бы инвестиции ни были, какие деньги не отправили европейцы, тем более Рахмон, я не исключаю, что Казахстан и Узбекистан могут себя вести еще более независимо, суверенно. Это понятно, экономика позволяет, и вес другой. Но Рахмон при первой же вызове, звонке Путина, он поедет в Москву. То есть он всем дал понять, что у него приоритет Москва. Но в этой кампании лидеров Центральной Азии, он может участвовать на эти саммите, он будет участвовать, будет требовать какие-то деньги и будет получать свою долю, там, пару миллиардов от этой общей инвестиции. Но в конечном итоге, в долгосрочном порядке, Рахмон крепко связан с Россией, я имею в виду именно с путинской Россией. Не с Россией, если там Россия будет демократическая, то, естественно, Рахмону там нечего будет ждать. Вот скажите, пожалуйста, количество прибывающих таджиков на работу в Россию сейчас вновь увеличивается, или вот эта тенденция все-таки идет на снижение? После санкций, после начала украинской войны было снижение, но сейчас опять цифры восстанавливаются, потому что таджикам больше некуда ехать. Правительство старается как бы найти замену, альтернативу на Ближнем Востоке, в Турции, в Иране, Южная Корея и так далее, даже в Европе, но у них не получается, потому что рынок небольшой, тем более, что там конкуренция сильнейшая. А таджикам ничего не остается, как опять поехать в Россию. Поэтому сейчас эта цифра, статистика восстанавливается. Но по сравнению с предыдущими годами, оно еще намного меньше, чем это было до начала украинской войны. При этом Россия вводит все новые и новые ограничения. Смотрел, таксистами где-то нельзя работать, где-то даже на стройке нельзя работать. Ну, то есть
сужается сфера, где таджики могут получить вот этот тот самый патент, там еще за патент надо платить, ну и так далее. То есть, я так понимаю, чтобы приехать работать, еще все равно нужны деньги, чтобы эту работу получить. Но, Руслан, такая ситуация, что Россия вводит какие-то ограничения против всех мигрантов, Мгм. включая и таджиков. Но там еще есть особые отношения к таджикам, какие-то дополнительные, неписанные, неформальные ограничения против таджиков, о котором говорят практически все. Все об этом знают. Но проблема в том, что у таджика просто нет выбора. Какие бы там ни были ограничения, какие-то там Мгм. унижения, то есть он же должен кормить семью. Поэтому даже вот такая Россия, она более привлекательна для таджика, чем собственная родина, чем та страна, тот рай, о котором говорит Рахмон, что Таджикистан – это рай на земле. Действительно, это так, но это рай для туристов, для иранцев, для которые приезжают праздновать Навруз и так далее, для семьи Рахмона. Но этот рай превратился в ад для таджикских граждан. Поэтому они бегут из этого рая в ад, который создан для них в России милицией, там, миграционными службами и так далее. Но почему-то таджики выбирают ад вместо того, чтобы остаться в собственном раю. Куда уходят все эти деньги Рахмона? Неужто они все это на себя расходуют? Какие деньги имеешь в виду? Ну, вот, которые они приворовывают, через родственников проходят эти вот огромные суммы. Для небольшой республики все-таки Таджикистан небольшая страна на фоне вот соседей. Нет, Таджикистан небольшая страна, но представьте себе, что у нас почти уже 11 миллионов населения. Все-таки экономика, рост экономики показывает, что чем больше населения, тем сильнее экономика. Так бы она... Мгм. Хотя есть другие примеры, что, скажем, маленькая Швейцария или Норвегия с маленьким населением, Катар, они намного сильнее экономически, чем более крупные государства. Но мы все знаем, что за счет чего. Если Катар за Природные счет ресурсы. энергоресурсов, то Швейцария или Норвегия за счет, или Голландия за счет экономики, технологий, науки и так далее. Но для Таджикистана, например, Киргизстан, который отстает от нас, меньше нас, чем на, скажем, почти 4 миллиона или 4-5 миллионов населения, у него госбюджет больше, чем у Таджикистана. Мгм. Но тут возникает вопрос, почему Таджикистан с 11 миллионов населения, тем более, что ежегодно наши граждане отправляют домой более 5 миллиардов долларов. Это официально. А сколько миллиардов еще неофициально в карман возят или через какие-то другие неофициальные схемы, непонятно. Но Мировой банк дает цифру от 4 до 5 миллиардов долларов. Кстати, Рахмон засекречил эту цифру, даже засекречил количество мигрантов в России для Мгм. того, чтобы обмануть мировое сообщество, собственное население. Почему? Потому что Таджикистан занимает в мире первое место по сумме переводов мигрантами по отношению к внутреннему валовому продукту. То есть мы занимаем первое место и по соотношению к госбюджету, и по соотношению к ВВП. А для Рахмона, который считает себя лидером нации, не только лидером таджикской нации, вообще всех таджиков мира, это как бы позорно. Какой ты лидер, если ты занимаешь, твою страну кормят мигранты. Не лидер кормит, а именно мигранты. Поэтому он засекречил эти цифры. Значит, в стране есть деньги, то есть Мгм. деньги присутствуют. Но почему тогда у нас такой маленький госбюджет? Потому что деньги воруются, а деньги попадают в офшорные счета, которые уже давно всем известны. Даже если один министр сельского хозяйства, у бывшего министра, который сейчас является председателем одного района, по-моему, Гисарского района, только в одном банке Швейцарии нашли 5 миллионов долларов, только в одном банке. Это в Швейцарии у одного очень незамеченного министра. Он не член семьи, он
он не входит как бы в ближайший круг. И когда у него спросили, откуда у тебя $5 миллионов в швейцарском банке, знаете, что он ответил? Как в фильме, по-моему, «Бриллиантовая рука». Он сказал, что я упал, очнулся и бинт. Там, то есть такой фрагмент там есть. Он ответил, что я как-то поехал лечиться в Швейцарию, там был под наркозом, меня оперировали, потом очнулся, пришел в себя, и мне сказали, что у меня в счету в банке оказалось $5 миллионов. Это он так на самом деле рассказал? Да, он поехал в Швейцарию лечиться, и вдруг он обнаружил, что у него там оказалось $5 миллионов в счету. То есть настолько вот ситуация комическая, похожа на этот фильм, на этот эпизод, что если у этого министра, такого скромного министра сельского хозяйства, еще тем более, что он из клана Рахмона, только в одном банке $5 миллионов, но представьте себе, что сколько в различных банках швейцарские банки, там офшорные банки, сколько миллиардов должно быть у семьи. Вот куда идут деньги. Поэтому это уже как бы задача будущего правительства, если народ победит, найти эти деньги, вернуть в страну и как бы вкладывать эти деньги в развитие страны. Вот говоря о транзите, я так понимаю, что вот понятие это пищевого лидера они прописали, да, в Конституции? Или это неформальный статус? Нет, у нас это уже в Конституции. Есть даже отдельный закон о лидере нации, о пешво. То есть это не на шутки, это не народное как бы звание, которое народ назвал его лидером нации. Он сам себя назвал лидером нации, и это уже в Конституции. Так что это впервые, наверное, в мире. Я не знаю, как в Туркменистане или в Северной Корее. Наверное, там тоже есть, но в Таджикистане Есть, да. Ну, кстати говоря, мне тут попался этот фильм, не фильм, вернее, интервью Дудя с Леньковым. Есть такой специалист по Корее, по Северной Корее. Он в Южной Корее преподает. Интересное интервью, я с удовольствием посмотрел. По-моему, второе или третье интервью всего я с Дудем смотрел. И он очень рассказывает интересно, вот даже на фоне того, что происходит в Таджикистане, можно сравнивать. Он говорит, что в детских садах дети за еду благодарят лидера, Ына. Ну и там Дудь говорит, ну как же, там люди же налоги платят. Он говорит, ну как вы детям объясните налоги, не налоги? Детям говорят спасибо товарищу Ыну, там, великому кормчему и так далее. И говорит, совсем недавно девочка из горящей школы вытащила портреты лидеров. То есть их трое же, получается, Ким Чен Ир, Ким Ир Сен и, собственно, Ким Чен Ын. И она умерла, то есть она от ожогов скончалась, но портретики вытащила. И вот наградили ее родители, директора школы, там школа стала какой-то знаменитый. И он говорит, специально есть инструкция, как ухаживать за вот этими портретами. Сколько раз в год надо менять вот этот вот обрис, рамку, ну и так далее и тому подобное. И он говорит, что люди настолько вот пропаганда проработала, он говорит, понимаете, чисто психологически люди уже отказываются сопротивляться внутренне и вот постепенно, да, начинают верить. И он говорит, это такое страшное дело, потому что, говорит, если даже этим людям сейчас дать и сказать, вот вам свобода, они непонятно, что будут делать. Я одно время очень много читал по вот Южной Корее, и один мой знакомый, один татарин из Казани, он работал в посольстве КНДР. Он мне там много интересного рассказывал, что вот эти вот перебежчики в Южной Корее, среди них очень много суицидников, оказывается. Они не выдерживают, они не знают, как жить свободно. Им тяжело, они везде видят заговор, шпионов, и они заканчивают жизнь самоубийством. Вот, мы надеемся, иншаллах, ничего подобного не будет с нашими народами, конечно. Но вот эти откуда такая уверенность, если я скажу, что такая ситуация уже есть в Таджикистане?
Вот я приведу такой пример. Недавно, Мгм. буквально в последние дни Рамазана, мне отправили видеоролик, где какая-то турецкая организация, там по жилетам написано по-турецки, какая-то гуманитарная организация, я сейчас не помню, но это были турки. В Мгм. Таджикистане раздают гуманитарную помощь, то есть ифтари. Раздают какие-то коробки, люди стоят в очереди, в основном старики, дети, но даже если я найду у меня сохранился этот видео, отправлю, там по одежде, по внешнему виду, что очень бедные люди, они действительно заслуживают этого, то есть они должны эту помощь получать. И потом блогер там, или журналист берет интервью у старика, которому только что дали пакет гуманитарной помощи. Он почти вот 80% его речи и его благодарность в адрес Пешво. То есть Пешво создал такую ситуацию, в которой этот бедный старик, он вынужден жить на каких-то подачках гуманитарной помощи. Помощь поступает из Турции, но он благодарит уже по инерции, Мгм. психически он уже, потому что это видит он везде, слышит по телевизору везде, в школе, в мечети. И у него уже автоматически выходит, он постоянно повторяет, что я благодарен Пешво, что он дает нам такую помощь вместе с Рамазан. Турок-то не понимает по-таджикски, а блогер старается как его немножко подтолкнуть, помочь, чтобы он как-то произнес еще, сказать, что вот турецкие братья тоже помогают, но старик бедный, он настолько вошел в роль, он настолько как бы завелся, что он опять повторно, он только услышал от этого блогера слово благодарность, опять повторяет то же самое, что да, я уже повторяю много раз, что это спасибо, благодаря Пешвой Милат, и вот мы, бедные люди, получаем какую-то помощь. То есть это уже Северная Корея, мы ничем не отличаемся, просто потому что Северная Корея как бы в фокусе внимания всех мировых держав, средств массовой информации и так далее, а Таджикистан как бы считается, Рахмон, тем более, своим сукин сыном. Все думают, что не может, что в Таджикистане дело дойдет до такой ситуации, как в Северной Корее или Туркменистане. Но мы уже как бы почти догнали Северную Корею. А есть там пенсии вообще? Чего там? Пенсии есть? Пенсии есть, этим там людям? сейчас не знаю сколько, но оно настолько мизерное, что даже купить на эти пенсии мешок муки вряд ли получится у старика. Но номинально они есть. Они еще каждый год поднимаются на какие-то проценты, но с учетом инфляции уже как бы инфляция поднимается на несколько раз, а тут пенсии они поднимают на несколько процентов. Ну, то есть эти все пожилые люди, они живут только за счет того, что их дети поддерживают, внуки. Да, дети отправляются, внуки, там родственники из России деньги, гуманитарную помощь. Там, то есть сейчас, кстати, когда Трамп закрыл программу USAID, Мгм. через USAID наши старики, бедные часть населения, они получали, не все, конечно, но это была как бы довольно большая поддержка, но и сейчас многие люди остались и без этого. Ну вот нам тут пишут, что пенсия, если в рублях, это 1500 рублей. И сколько это в долларах? Это, наверное, где-то, может, 150, 100, 130 долларов. Пенсия $130? Ну, пишут тут, что так, что если вот на рубли стоит 1500 в Таджикистане, я не знаю, насколько это действительно. 1500 рублей, 1000 рублей сколько долларов будет? Ну, это где-то 100 долларов. А, Нет, нет, я нет, вру. не думаю. Это Нет, 15, конечно, 15, 15, извиняюсь. да, если, да, Да, примерно да. так, 10-15 долларов, это Да, примерно 15 так. долларов, да, Да. пишут, да, извините. Ну, когда 100 долларов, 150, это средняя заработная плата в Таджикистане. Да. Да. Это в России где-то вот 150,
180 пенсий, может быть, там 180 по 200. Но тоже вот на фоне того, что в России там дикая инфляция и все дорого, но это вообще ни о чем, потому что есть же еще такое понятие коммунальные платежи. В Таджикистане дорогое электричество, я так понимаю, газ дорогой, это все сразу съедает. Руслан, в Таджикистане население давно уже привыкло, население не чувствует государству как в социальном плане. Население видит, чувствует государство как милиционера, как прокурора, как налогового инспектора и как президента, который везде есть, и в плакатах, и в телевизоре, везде. Вот государство для таджикистанцев, оно как бы вот представляется только милиционер, налоговик, там, президент и так далее. Но то, что государство должно платить пенсии, стипендии, достойную зарплату, обеспечивать работу, обеспечивать какие-то медицинские услуги, для таджикистанцев это уже что-то непонятное. То есть не привыкли уже, отвыкли от этого. Поэтому, когда вот такая мизерная пенсия, вообще мизерная зарплата, это стало уже нормой. И все хвалят того, что вот если сын отправляет деньги из России, это благодаря Рахмону. Если турки или американцы или европейцы какую-то гуманитарную помощь представляют, то это благодаря Рахмону. То есть в этом заключается вся суть государственных структур правительства в Таджикистане. Нафака или нафада, как будет пенсия? Нафака, да. Нафака, да. А в советское время как таджики воспринимали, скажем, ну вот государственное бытие, вот как правильно сформулировать? То есть вот свой джумхурият, вот свою республику, да, ну, мы знаем, что и вы участвовали, и вот основатель нашего ресурса Гидар Джамай Рахимахуллах, да, вот в деятельности Исламской партии Возрождения, которая была тогда подпольной. Какие тогда были вот планы, стремления, как вот виделось из тех лет будущее Таджикистана, свободного Таджикистана? Очень интересный вопрос, Руслан. Но я как человек, который, наверное, 25 лет все-таки жил в Советском Союзе, и распад Советского Союза выпал в мои, как бы, в таком возрасте, где в молодом возрасте у меня есть опыт проживания в Советском Союзе, я учился в школе, в университете, и потом у меня сейчас есть 30 лет опыт независимости, жития при независимом Таджикистане. Тогда, наверное, таджики были самыми протестующим народом Центральной Азии. Почему? Потому что вот представьте ситуацию, когда началась перестройка, гласность, появились по всему Советскому Союзу какие-то народные движения, союзы, организации начали зарегистрироваться. В Таджикистане впервые, ни в Алмате, ни в Ташкенте, нигде, именно в Таджикистане возникли очень много партий, движений, средств массовой информации независимые, кружки какие-то интеллектуальные. И даже я помню, что мы впервые начали вот газета «Растохез», народное движение «Растохез», опубликовали свою газету в Прибалтике. То есть таджики считали себя как бы по уровню чувства независимости на уровне Прибалтики и начали печатать свою газету в Прибалтике. Я почему это помню? Потому что когда я еще тогда, будучи студентом, занимался бизнесом, неделю один раз летел в Москву, там купил книги, возвращался в Душанбе, сам пошел, как бы учился в университете, а ребята помогли продать в течение недели книги, я обратно вернулся в Москву и так далее. И меня попросил Устод Мухаммад Шариф Химадзода, тогдашний лидер партии, помочь братьям из Растохеза привезти их газеты. Там были пачки какие-то
пакетах, они передали мне в Москве, я их привез в Душанбе. Когда было первое правительство народного доверия или национального доверия в Таджикистане, куда вошли демократии, представители нашей партии и так далее, уже Таджикистан стал как бы той точкой, местом, где наши братья, друзья из Центральной Азии печатали у нас свои газеты. Узбекские демократы, там, казахские и так далее, киргизские. То есть Таджикистан стал уже как бы островком, оазисом демократии. Почему такое было настроение у таджиков? Потому что таджики считали себя, ну, не знаю, насколько исторически это правильным или нет, но все-таки таджикский язык был доминирующим официальным языком во всей Центральной Азии, Бухарском Эмирате, Хивинском Каганате, Каканском Каганате. Таджикский язык, то есть персидский язык, был официальным языком. Самарканд, Бухара, основные крупные города, культурные, религиозные, торговые центры, они были таджикскими. И Советский Союз отнял у таджиков не только идентичность, не только города, не только то положение, тот статус, который имели таджики испокон веков в Центральной Азии. Они отняли у нас практически все. Даже в первые годы Советского Союза Таджикистан был даже автономной республикой в составе Узбекистана. Не как социалистическая республика, а как автономия в составе Узбекистана. Только в 1929 году Таджикистан стал уже как бы равноправной республикой, как и Узбекистан, Туркменистан и так далее. И это ощущение, это чувство, оно всегда присутствовало, и поэтому таджики, поэтому такое жесткое сопротивление и даже гражданская война, она возникла на почве того, что я не скажу, что было явное антироссийское настроение, нет. Явное антибольшевистское настроение, антиимперское настроение. Поэтому таджикский народ, такое ощущение у нас было, и сейчас оно как бы сохраняется. Я думаю, что до сих пор вот этот стержень сопротивления против империи, против как бы насаждения чужой идеологии, чужой образ жизни, оно присутствует в Таджикистане. И это иногда, к сожалению, оно дает о себе знак иногда в виде каких-то радикальных, экстремистских, религиозных действий. Вот этот протестный потенциал, оно присутствует в обществе, поскольку оно не получает нормальный официальный канал, умеренный канал. Например, наша партия, она предлагала вот такой канал, умеренный официальный канал для участия в общественной жизни, для выражения протестного настроения. Таджики никогда не прибегали к каким-то экстремистским действиям, когда наша партия еще как бы присутствовала в политической жизни. Как только 10 лет тому назад нас не стало, этот протестный потенциал, оно перешло или получило новый формат, новую окраску в виде участия таджиков в составе Аль-Каида, в составе ИГИЛ. И то, что мы имели в Москве, в Стамбуле, даже в Афганистане, Тегеране, эти теракты произошли с участием таджиков. Это говорит о том, что этот протестный потенциал, который всегда присутствовал в таджикском обществе, но оно дало о себе знать в различных формах и имел в какие-то отрезок времени, имел какие-то официальные каналы в виде нашей партии, в лице нашей партии. Но как только этого не стало, таджики стали частью этого протестного потенциала в лице ИГИЛа, в лице Аль-Каиды и так далее. То есть я думаю, что если действительно мы хотим перенаправить этот потенциал в нормальное русло, то таджикам должно быть дано такая возможность, как бы официально, в рамках законов,
с участием, равноправным участием в каких-то в общественной политической жизни, у них должна быть возможность выразить о себе, участвовать, в том числе выразить свой протест. Но поскольку этого нет в Таджикистане, потенциал экстремизма, радикализма и терроризма всегда присутствует, потому что власть, не только таджикская власть, но и вообще ее покровители отбирают у таджикского народа возможность протеста, возможность нормального, законного, умеренного протеста против властей, против действующей ситуации. Да, так и есть, как говорил, он писал Гёте, вы можете отнять у меня право на жизнь, но не можете отнять право на смерть. Да, Это последнее именно. то, что да, чем я могу оперировать. Спасибо большое, Мухиддин Аке. Как всегда, было очень интересно, экспертно. И я думаю, что мы будем постоянно возвращаться к этому большому региону, потому что сейчас, как вы сказали в начале, он становится в центре, в фокусе таком, да, и, соответственно, и пристальное внимание, там какие-то, видимо, процессы тоже будут происходить интересные и важные для нас. Спасибо вам большое. До новых Спасибо, встреч. Салам Руслан. алейкум. Иншалла, я всегда к услугам. Как только будут темы, дайте знать, будем беседовать, обсуждать.